Представление героя сегодняшней передачи необходимо лишь для тех, кто напрочь лишен интереса к музыкальной жизни нашей республики. Лауреат Государственной премии Республики Коми, заслуженный деятель искусств Республики Коми и России, председатель Коми отделения Союза композиторов России. Он автор концерта для скрипки и симфонического оркестра, 3 фортепианных концертов, 4 мюзиклов и 5 балетов. Его произведения исполнялись на сценах театров Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Он пишет музыку для различных инструментальных ансамблей, а также песни и романсы, кантаты и сонаты. Его музыка звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Астрахани и других городах. Посетителям концертов он известен и как ведущий, читателям газет как публицист. В Республиканском училище искусств вот уже 30 лет знают его как педагога. Среди его учеников есть получившие консерваторское образование и ставшие, как и он, профессиональными композиторами. В том же училище знают его и как человека, который ставит капустники. А на рок-фестивалях и песенных конкурсах он бессменный председатель жюри. И все, кто хоть раз общался с ним, оценили его как интересного рассказчика. Мы находимся в одном из уютных уголков сыктывкарского ресторана «Релакс». Мой собеседник – композитор Михаил Герцман. Михаил Львович, я очень рада, что вы являетесь автором рубрики «Вариации на тему» нашей программы «Отрицание-отрицание». И мне очень нравятся вопросы, которые вы задавали в свое время своим героям. И сегодня я предлагаю вам ответить на ваши вопросы вам самому. Да, это подвох. На уровне подвоха. Ну что ж, попробуем. Попытаемся. У меня сейчас есть счастливая возможность прикинуться придурком, чтобы задать вот какой вопрос. Вот ты написал огромное количество песен. Мне интересно, вот как ты пишешь эти песни? Что является толчком? Текст или, наоборот, мелодия? Вообще, как это происходит? Я примерно представляю, я 100 раз задавал 100 композиторам такой вопрос. Вот мне интересна твоя версия. Как сочиняется песня? Я раньше тоже над этим думал, теперь понял простую истину. Не надо, во всяком случае, не для всех, но для меня. Как приходит, ложится на душу, так и получается произведение. Итак, как сочиняется музыка? Да, в принципе, точно так же, как делается табуретка. То есть берутся какие-то детали, выстругиваются, соединяются, а перед этим продумывается схема. Ну и при условии, если все эти детали и сама схема очень хорошая, наполненные каким-то вот, не знаю, содержанием, табуреточным хотя бы, то может получиться хорошая табуретка. Вот я думаю, что так. Ну, а зачем вы сочиняете музыку? Вам кто-то ее заказывает или это потребность души? А вот, вы знаете, если вспомнить самое начало, наверное, самое начало, то я думаю вот что, вернее, у меня подозрение такое, догадка. Дело в том, что вообще по натуре я рассказчик. Я люблю рассказывать. Я люблю рассказывать и, ну, не знаю, как это Искандер, по-моему, сказал, про себя, что у него есть ген передачи информации. Мне кажется, что это вот просто, ну, не знаю, реализация вот этого зуда рассказчика. Только рассказчика звуками, я так думаю. У меня такое подозрение. А вы не можете сейчас припомнить, сколько вам лет было, когда вы сочинили первую свою мелодию? Помню, лет 11. Но я еще тогда не понял, что это может стать. Но потом, ну, будущей профессией или вообще чем-то таким нужным. В общем-то, все дети сочиняют. Я как преподаватель композиции это знаю. Сочиняют легко, им не свойственны никакие творческие муки. Музыка их ассоциативна. То есть вот очень много наслушано. Ну, вот как дети могут написать стихотворение. Вот там ручеек, там вот он звенит, он там очень легко это сделать. И, наверное, это было так. Ассоциативная музыка. Ну, а потом захотелось передать какое-то вот такое настоящее чувство.
И дети переживают точно так же, как взрослые. Я хорошо помню и влюбленность, и ревность, совершенно жуткое вообще свойство человека, разрушающее его душу, мучающее его. Мне захотелось про это написать, про это. Но вот так постепенно вот двигался, вот что-то такое, по-моему. У меня ассоциация пошла, раз мы заговорили о детях, у вас был очень хороший вопрос, который вы задали в свое время Оле Фалиной. Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь влюблялась? Конечно, Да, и не первый раз? конечно. И это была счастливая любовь или не очень? Ну, когда как? Ну, первая была счастливая. То есть взаимная. Взаимная. Это было в первом классе, если не так? Нет, это еще было до школы. Ах, до школы. А сейчас примерно какая по счету уже любовь? Сейчас нет, не люблю. Нет, у тебя сейчас сердце свободно. А ты хочешь влюбиться? Ну, наверное, хочу. А вы любили когда-нибудь? Ну да, безусловно. Вообще это для меня естественное состояние. Вообще, мне кажется, для творческого человека должно быть естественным состоянием вот какая-то наполненность каким-то чувством. Ну и, конечно, любовь самая высокая, что может быть. Не обязательно объект твоей любви, это нечто такое. Помнил стихотворение, уже не помню чье. А была ли Беатриче? Беатриче не было. Было вечное величие голубого неба. Под влюбленным взглядом Данте ликом стала Еличика. Флорентийская мещанка стала Беатриче. Данте написал огромное количество стихов, посвященных некой Беатриче. Говорят, он ее видел только один раз мельком, но вот это его. Так что тут состояние влюбленности – это нормальное состояние человека. А у вас есть своя Беатриче? Ну, некая идеальная Беатриче, наверное, есть у каждого человека. Так вот, в настоящий момент конкретной Беатриче нету, но я очень часто влюбляюсь, я очень часто о ком-то, о чем-то мечтаю, много в воображении чего происходит, и вот это составляет большую часть моей такой вот внутренней какой-то жизни, которой, ну, так вот вслух и не скажешь, тем более по телевидению. Ты ревнуешь? Ревнивый? Нет. Как не ревнивый? Вот твоя любимая девушка. Вот смотри, вот она пошла там с каким-то другим мальчиком в кино. И тебе все равно. Может, ты не знаешь, что такое ревность? Не знаю. Ревность – это когда неприятно, когда предпочитает другого. Ты любишь, она предпочитает. Ну, я еще пока такого не видел. А вы ревнивы? Невероятно ревнив. Я говорю, это отвратительное совершенно качество, которое, по-моему, унижает человека. Хотя мне рассказывали одно свойство, вернее, один такой прием, как можно победить ревность. Я теоретически очень хорошо его знаю, но практически я не смог никогда воспользоваться этим приемом. Я был влюблен в одну девушку еще в консерватории, и вот мы с ней разбежались на какое-то время. И чтобы ее позлить, я стал встречаться с одной из ее подружек, которая была влюблена в меня. И вот мы там ну, доставали, как говорится, как бы сейчас сказали. И вот что любопытно, эта девушка, вот моя возлюбленная, никак не реагировала на это. Она была абсолютно спокойна. И когда потом мы снова помирились, я ее спросил специально, а что ты так, ты вообще хорошо владеешь собой? Она говорит, я не ревновала. Я говорю, как не ревновала? А что, она, по-твоему, вообще недостойна того, чтобы ее ревновать? И она мне рассказала про этот прием. Когда у меня возникает повод для ревности, я стараюсь полюбить. И я постаралась полюбить вот эту твою Ларису, новую. И ты знаешь, были поводы ее полюбить. У нее изумительно красивый смех, это вот действительно точно. У нее потрясающие волосы, у нее фигура намного лучше, чем... И это все было правда. То есть я поразился, как она, будучи влюбленной, настолько объективно судила. Но мы же, когда ревнуем, мы не можем быть объективны. Мы, ну, не знаю, женщины, например, всегда говорили, как с этой уродкой, с этой, там, я не знаю, отвратительной, так как будто у меня нет глаз, или вообще я специально выберу уродку. Это и у мужчин то же самое. Точно так же говорят, ой, ну и нашла себе. То есть это отвратительное чувство, но надо уметь его побеждать. Это очень трудно, это одна из трудностей. А как ты думаешь, в тебя влюбляются девочки? Вот этого я не знаю. Не знаешь? А вот ты знаешь, я тебе скажу из своего жизненного опыта. Как правило, мужчины этого не знают, не понимают. А вот девочки всегда это чувствуют, женщины всегда чувствуют. Ты
ты ей ничего не сказал, она уже чувствует, что она нравится. А мужчина, вот не знаю, может быть, ты будешь более тонкий мужчина, а я вот, например, настолько туп, что пока мне не скажут, я тебя люблю, а то еще и письменно, еще записку какую-то напишут, вот тогда до меня дойдет. Так что, может быть, мы с тобой просто не чувствуем, а на самом деле ты пользуешься, может быть, бешеным успехом. Вернее, не пользуешься, а имеешь успех. Имеешь, но не пользуешься. Наверное, все-таки мужчины это понять не могут. Да, наверное, это все-таки да. У нас это нет такого органа понимания. Женщины совсем другие существа. Говорят, что они за 24 часа чувствуют, что им признаются в любви. Я вполне это допускаю, потому что, ну, иной раз просто ты посмотрел, она действительно тебе понравилась, но виду не показал. Тем более, вот, вы знаете, я общаюсь со студентками очень много, я там преподаю в училище, и ну, вот просто посмотрел. И если вдруг вот когда-то потом возникнет разговор, она даже называет число, когда я влюбился абсолютно, то как она почувствовала? Я вот эти взгляды не чувствую. Не то, что... Причем вроде как бы понимаю, вроде не совсем, даже как бы, ну, настолько глуп, чтобы вообще не понимать там, но часто это бывает то ли вранье с их стороны, то ли что. Я промахиваюсь. Женщина никогда самая глупая женщина, у нее поразительно развита интуиция, и ты только, да может быть даже не посмотрел, и все равно она знает, что она понравилась. Вот этого органа, по-моему, у мужчин вот этого не существует. И тут я вам завидую страшно. А что ты ненавидишь, или что тебя раздражает вообще в этой жизни, или что пугает? Ну, давай начнем с того, что не нравится. Что не нравится? В музыке или вообще? Вообще в жизни, что тебе, вот, что тебя тревожит, что тебя беспокоит? Совсем недавно меня очень много раздражало. Но, видимо, с годами я понял простую истину. Все есть на свете, и хорошее, и плохое, и белое, и черное, и синее, и красное. Это что такое философское отношение? Да, спокойно, стал успокаиваться. Стал успокаиваться. Но ведь все равно нам этого не изменить. Ну как, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это общие слова, это опять призывы, это мечты, а мечты не всегда превращаются в реальность. Не нравится, да? Да. Вообще мне не нравятся, кстати, дураки. Это... Дура — это гораздо более приемлемая штука. Но дураки, дурам можно простить, понимаете, глупость. Но дураки — это вообще страшная вещь. Я так как-то легко относился к этой фразе. Вот дураки, дороги, да, вот наш... Вообще, дураки — это страшно. Вот я не знаю ни одного метода борьбы с дураком. По-моему, их даже не выработано, не придумано. Нет. А как страшно, если начальник дурак? Глупость ведь поразительно... Поразительный вот этот феномен состоит в том, что она необыкновенно многолика. Начиная вот от типичной фразы для композитора. Скажите, а кто вы по специальности? Я композитор. А кем вы работаете? Я говорю, ну я композитор. Нет, а работаете кем? Да, понимаете, я сочиняю, я понимаю, сочиняю, а кем вы работаете? То есть, может быть, это недостаток культуры скорее, но ведь и недостаток культуры — это тоже, в общем, какой-то отголосок глупости, все равно. Вот это, например, вот этого я боюсь, не люблю, и это меня тревожит. А вообще тревожит, конечно, очень много. Меня тревожит, что, например, молодежь сама себя отсекает от высокого искусства. Вот всю свою жизнь я встречаюсь, рассказываю им про классику там, и так далее. Мне удается очень многих обратить в свою веру. Но каждый раз, допустим, через год опять приходишь, скажем, в это же ПТУ, там уже новое поколение, которое как-то так вот очень равнодушно к этому относится, и люди сами себя лишают огромных кайфов, я бы сказал. А вот есть что-то, что в своей профессии вы считаете недопустимым или ненавистным, или то, что вы вот ненавидите в партнерах, я не знаю, еще где-то. То есть вот что вам ненавистно в искусстве, в своей профессии? Ну, я бы хотела сказать, что высокомерность. Вот у нас сейчас бытует очень. Вы знаете, многие актеры считают, что уже все, предел. Вот Тарас Алексеевич мне как-то написал на программке, говорит, Галя, хорошо сыграна роль, работа проделана большая, но запомни раз и навсегда на всю жизнь, что предела для совершенства
Нет. В моей профессии я не принимаю халтуру. Значит, вот композиторам, в принципе, есть такое вот требование. Композитор должен уметь все. Профессиональный композитор, он должен уметь все. Надо написать песню, должен написать песню. Надо написать там квартет, симфонию, музыку к спектаклю, оперу и так далее. Другое дело склонности. Кто-то склонен к одному, кто-то к другому, а вообще говоря, уметь, тем не менее, должен все. Вот, например, один из моих любимых нынешних композиторов Родион Щедрин. Вот, скажем, он пишет оперы, балеты, кантаты, квартеты, фортепианную музыку. А я ведь сказал, что человек должен уметь все, и вот однажды он это проявил. Он один раз написал музыку к фильму, вот, по-моему, даже не все знают про это, а он написал такую песенку, фильм назывался, по-моему, «Высота». И вот песня, которая была знаменитой, «Не кочегары мы и не плотники, та-ра-та-та-та-та-та-та». Замечательно написанная песня. Понадобилось написать эстрадную песню, он написал эстрадную песню. Понадобилось бы 100, он написал бы 100. Надо будет написать рок-н-ролл, он напишет рок-н-ролл. Это видно потому, как вот он работает с ударными, предположим, делая обработку Кармен Сюит. Его обработка, вообще единственная обработка, где в одинаковой мере присутствует и композитор, и обработчик. Вообще удивительное. То есть все, за что он возьмется, это необыкновенно талантливо. Ненавижу лгунов, потому что очень часто композитор может найти какой-то прием, потом его эксплуатировать. Это уже, я считаю, что это вранье уже. Ты уже используешь, вот не то настоящее чувство, а вот как бы его, не знаю, его выражение просто. Вот прием, с которым это выражено. Вот с этой точки зрения меня все время удивляет Чайковский. Каждый раз он все время находил какие-то новые краски для выражения. А ведь тема-то у него по существу одна. У Чайковского, пожалуй, я бы выразил одиночество. Вот колоссальное совершенно такое духовное одиночество. И вообще про каждого, наверное, композитора можно выразиться всего двумя словами. Там одно слово, там для, допустим, Шумана это порыв. Для Моцарта, тут одним словом, может быть, не скажешь, но это свет и тень, наверное. Во всяком случае, какое-то счастье и горе, скажем. Вот у него две таких ипостаси существуют. Нет средней музыки. У Бетховена это, скажем, он борец. Вот. И мы просто начали говорить о том, что ненавижу, но, видите, мне приятнее говорить о том, что я люблю. Теперь скажите, вот самая крайняя, самая последняя точка вашего, вот твоего как композитора развития, вот все равно вот самое вот предельное. Вот я, например, мечтаю, чтобы, допустим, мою музыку играли, я не знаю, во всем мире. Вот предельная неисполнимая мечта. У тебя есть какого-то такого плана мечта? Вот к чему мы пишем-то, к чему мы идем? Вообще мы, или же я в частности? Нет, лично ты, вот к чему? Вот последнее, это вот в идеале, вот сумасшедший там. Твои песни поет Алла Пугачева. Предположим, это, кстати, очень даже немало. Но было бы не против, и я не против этого. Это очень нет. хорошо. А Если если есть уровень, это значит, есть потребность. Тем более мы почему-то привыкли, вот до сих пор у нас шлейфом идет понятие, что если ты занимаешься искусством, должен быть бедным, нищим, страдающим. Это не мы так думаем, это наше начальство так думает. Да, правильно. Но мы тоже себя принижаем. Уж ладно уж как-нибудь, да ладно уж. Да лишь бы разрешили Да. выступить, да. Любой человек обязан быть богатым. К этому стремится вся цивилизация. И неплохо было бы, если Валерий Леонтьев споет мои песни. И с удовольствием предложу ему свои произведения. Но у меня есть вообще такая мечта. Я хочу написать 2 оперы. Одну страшно смешную, вот такую, как «Сибирский цирюльник». Вот у меня просто мечта такая, комическая. Я думаю, что я смог бы это сделать. Я много думал о природе юмора и сам вообще не понимаю, как вот это вот все получается, когда я что такое скажу, а люди, это я где-то в классе 1, по-моему, в школе обнаружил, не понимаю как. И что-то такое трагическое совершенно, какая-то такая трагическая история, может быть, наподобие «Пиковой дамы», может быть. Тут у меня одна из любимых опер. Или, может быть, «Дон Жуана». Вот «Дон Жуана» даже скорее
Моцарта. Там, понимаете, какая штука? Смысл. У нее ведь жанр даже не определен до сих пор. Никто не знает, комическая это опера или трагическая. Начинается с убийства и кончается убийством, а в середине комическая опера. Моцарт назвал это «делюстиги драма», он назвал «веселая драма». И вот действительно, вот, наверное, такое я бы хотел сочинить, чтобы это было исполнено и чтобы это осталось после меня. Вот это мне хотелось бы, потому что, посмотрите, какое чудо. Вот прошло, ну вот смотрите, Моцарт умер в 1791 году. 791. Сейчас 2001 год. И вот мы играем или слушаем его музыку, и мы волнуемся, мы восхищаемся, мы поражаемся. Почему, как это так? Вот, что он сумел такое? Ведь он был веселый человек, нормальный человек. Ну, гениальный, да, гениальный, безусловно. Вот я этим и восхищаюсь. Что это за природа гениальности? Как вот он сумел вот написать? Я помню, мне один знакомый как-то сказал, говорит, да это элементарно, господи. Понимаешь, вначале вверх, потом вниз. Смотри, тарара, 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 та, вверх, а потом вниз, тарара, тарара. Вот таким чуть-чуть. А есть у тебя самая-самая любимая песня, которую ты вот так вот поешь, знаешь, вот никого нет, ни для кого, просто вот сам сел и что-то такое запел. Вот, которая нравится действительно. Да, небо стало синим. А что это такое за песня? Это, не помню имя, но Салтыков поет. Ну-ка напомни. Небо стало серым, все смешалось дни и ночи, а твою измену сердце забыть никак не хочет. Ну, вою, что-то подвываю, да, наверное, там насвистываю, быть может. Потом, когда сочиняешь, все равно что-то там надо обязательно пропеть, прочувствовать это. Да, один на один, пожалуй, да. Но, да, так сказать, да, я даже форточку стараюсь закрывать, так если вдруг кто-то услышит, это очень плохо, это мало высокохудожественно. А вообще, наверное, вид человека, который сочиняет страшно глупый. Я сейчас припоминаю такой случай. Я сидел на географии, вот хорошо помню, был урок географии, у нас была учительница по географии, очень суровая, да, в школе, школьникам, класс 7, что ли, было что-то, она там такое рассказывает. А я в это время писал какой-то, сочинял какой-то, и мне одна фраза никак не давалась ее развития, и вот она останавливалась, и никак не мог. И вот я стал думать над этой фразой, и у меня вроде бы начало что-то получаться, я ее проиграл от начала мысленно до конца, а потом начал ее видоизменять. В этот момент учительница, видимо, ее взгляд упал на меня. Она сказала, хорошо помню эту фразу, Господи, она сказала, Герцман. Я на нее взглянула и говорит, Господи, какое у тебя только что было бессмысленное, тупое выражение лица. Вот она мне так сказала. Поэтому я себя не видел никогда сочиняющим, как-то так. Вообще стараюсь реже смотреть в зеркало. Ну, это, наверное, невозможно сочинять музыку, смотреть в то время Не, на себя в зеркало. Почему, если оно висит? Нет, ну вот я хожу, думаю, допустим, курю, я могу себя... Но меня бы, например, это отвлекало. Нет, у меня всего одно зеркало там в прихожей, слава богу. Да не, я вообще не из тех, кто смотрится часто в зеркало. Да это по мне, наверное, видно. Вот, там. Да ладно, Нет, когда-то у меня, когда было много волос, мне там говорили, ты что там, зеркало, там расческа. Сейчас, ну неинтересно сейчас в зеркало смотреть. Неинтересно. Сейчас интереснее на других людей смотреть. Вот, в это время очень тупое выражение лица. И, ну и да, что-то, наверное, насвистываешь, напеваешь. Ну, это так, поверхность сознания. Вот скажи, пожалуйста, ты сильный? Не очень. В кого? Вот физически? Ну, сожми руку. Ну, ничего. А почему ты не очень сильный, думаешь? Не знаю, потому что есть и посильнее меня. Ага. А вот в смысле силы воли? Умеешь себя заставлять? Чуть не хочу, но буду. Но надо. Вот, к сожалению, не всегда. Ну, сказать, что у меня громадная сила воли, я не могу. Хотя бы вот по этой, например, причине. Это вот меня сын все время укоряет. Я вот хочу и не могу. Но еще потому что... Не можете бросить, в смысле, Нет, да? не могу бросить. Мне это нравится. Мне просто нравится это. Хотя вот теперь это уже мне уже мешает и так далее. Но что касается специальности, пожалуй, что здесь есть сила воли. Я заставляю себя работать, потому что подчас не хочется, но я профессиональный человек, и я знаю, что мне надо закончить к такому-то времени. Предположим, это еще в консерватории вырабатывается, там, где у нас железно 5 января
И 5 июня мы должны показывать свою музыку, при этом уже в исполнении. Если для скрипки, значит, я должен сочинить несколько заранее, чтобы скрипач переписать там и так далее. Для оркестра еще раньше. И поэтому вот все уже привыкаешь планировать. Специально была в понедельник и четверг, и много лет здесь, в Сыктывкаре уже, я после консерватории сюда приехал, я вскакивал в понедельник, у меня не готово. И это длилось там какое-то время, и потом я себя заставил в понедельнику и к четвергу я как бы шел на специальность. Много-много лет. То есть вы согласны с фразой Пушкина, когда он говорил, вдохновению нужен хлыст? Конечно, вдохновению нужен хлыст, а Чайковский говорил, вдохновение это гости, которые не любят посещать ленивых. Ну а что самое любимое дело, какое, как думаешь? Ну, не знаю, наверное, дома на Ямахе играть. А, наверное, слушать музыку. Вот просто слушать музыку, ставить компакт-диск, слушать ее. Но все равно потом все равно хочется сочинять. Все равно. Это, кстати, у меня один из признаков того, что мне понравилась музыка. Если я хочу сочинять музыку, вот я послушал что-то и хочу сочинять, это было, значит, вот то, что я услышал, было талантливо. Слабая музыка у меня, наоборот, как-то, лишает меня интереса вообще, даже к жизни. А вот талантливая, даже вот в той стилистике, которую я, может быть, не очень люблю или признаю, но никуда не деться. Хочется сочинять после этого.